Ите күннен Илин Сронал каналын көрәтчілер. Бүгін бігеге Алексей Юрьевич Розановтың, академиктың, доктордың, профессордың арас интересный темаларға кепсетекпет. Алексей Юрьевич, еще раз здравствуйте. Здрасте. Вы участвовали на очень интересном мероприятии вчера на конференции здесь у нас в научном центре. А так, как я понимаю, вы приехали участвовать в работе летней школы Трофима Христофоровича Максимова, очень такого нашего уважаемого ученого. Вот сразу несколько слов об этом, о вашем приезде, об участии в школе. Мой приезд гораздо более комплексный, чем вы сейчас меня спросили, потому что я приехал по поводу того, что предполагается в Якутске строить музей Кембрия, и все организационные проблемы, связанные с кадрами, с расположением музея, вообще всякие сложные архитектурные моменты там обсуждались. И, конечно, значит, это совпало хорошо с тем заседанием, которое проводил Максимов. А Максимов чрезвычайно интересный человек, безусловно, очень заслуженный ученый. И он еще, кроме всего прочего, владелец такого количества разного интересного оборудования, что его результаты, они, безусловно, будут иметь, они уже имеют и будут иметь колоссальное значение в осмыслении наших проблем, связанных с изменением, а может быть и не изменением климата. Вот. И мне, конечно, было очень приятно с ним снова встретиться, мы с ним давно знакомы. Вот. Ну, кроме всего прочего, вообще публика, которая там была на этом заседании, была довольно интересная, оказывается, из разных стран, чего я не подозревал. Ну и я думаю, что это весь, вся эта задумка конференции, потом выезд на станцию туда, замечательно. Алексей Юрьевич, вот музей парк Кембрий, почему именно Якутск выбран? Ну, знаете, вообще говоря, в Якутске находятся Ленские столбы, а вы, к сожалению, в большинстве случаев знаете о Ленских столбах только то, что они красивые. Да. А на самом деле весь мир-то знает Ленские столбы совсем с другой стороны. Это место, где зародилась вся мировая скелетная фауна. И наука знает Якутию с этой точки зрения больше всего. И надо сказать, что это не случайно. ЮНЕСКО сначала колебалась, делать или не делать это вот таким достоянием мирового наследия. Но когда в конце концов им рассказали, тоже в ЮНЕСКО ведь люди сидят, они не очень понимают, что они там творят. Вот. Когда им было объяснено, что это центр происхождения мировой фауны скелетной, и что об этом уже давно знает весь мир научный, а ЮНЕСКО узнал позже, то они потом решили, да, действительно, надо согласиться с этим делом. Достойно, Поэтому да. это не самое главное, что они красивые столбы. Столбы красивые, место замечательное. Вот я с удовольствием сюда приезжаю уже 60 лет. Да, вот 1961 года, 61 года, да. Да. Но самое главное достоинство – это самое интересное место, гораздо более даже интересное, чем золото, понимаете, алмазы там и прочее всякое разное. Центр происхождения мировой скелетной фауны, которая здесь зародилась приблизительно 540 миллионов лет тому назад. И это запечатлено в Ленских столбах. И здесь находится та фауна, которая первая на свете была скелетная, я имею в виду. И по этому поводу будет строиться музей Кембрия именно. Вот так. Алексей Юрьевич, вот у вас есть очень интересная теория, уже, можно сказать, доказанная, да, на основе ваших исследований о происхождении мира, Земли, то, что вы связали как бы внеземное происхождение. Вот это тоже вкратце знаете, можно... происхождение Земли
я не обсуждаю, потому что это удел, значит, астрофизиков, астрономов, и пусть они себе там колдуют по этому поводу. Я занимался исследованиями, значит, древних толщ и знаю, так сказать, хорошо органику земельную. А потом стал с определенного момента заниматься исследованием метеоритов. И в метеоритах находится огромное количество всяких ископаемых организмов. А поскольку большинство метеоритов произошли раньше, чем Земля, то вывод единственный, который напрашивается, что жизнь не пришла, то есть не образовалась на Земле, а пришла к нам. Каким способом, это другой вопрос. Ну, с космической пылью там и так далее. Но это вот... А самые древние находки на Земле, они уже такого высокого уровня организации, что нужно было найти, а где корни этого. То есть с метеоритами на Землю попали... Не с метеоритами, а с космической пылью, потому что метеорит это уже там все каменевшее. Ага. Это фрагменты тех тел, где жили эти самые организмы. Космической пылью. Это микроорганизмы, бактерии. Да, бактерии, ну, протисты. Вот. Ну, там, скажем, есть даже панцирные бактерии или скелетные бактерии, как хотите называйте, зеленые водоросли, ну и так далее. Там довольно широкий спектр. Но мы привыкли, понимаем, что, ну, такой среднестатистический человек, происхождение, что это земное происхождение, так сказать, жизни. Ну, это да. Эта привычка есть. А привычка, знаете, откуда идет? От того, вы знаете, что такое антропоморфизм? Ну, что-то примерно Ну, представляю, это но человек думает, что он вообще пуп всего. пуп земли. Да. Нет, не вообще всего. Ага. Понимаете? И человек раньше думал, что солнце крутится вокруг, там, ну и много-много-много-много. Ну и для человека было невозможно представить, что он не первое вообще лицо на Земле. А человек не первое лицо, это проходной вариант. Мы проживем некоторое время и уйдем, и не будет человека. Но, значит, понять, что все произошло где-то раньше, в другом месте, и что планеты, где могли жить какие-то организмы, существовали, это было, ну, понимаете, противоестественно для мышления человека. А сегодня мы знаем, что это факт. Да. Ага. Да. Вот вы изучаете астробиологию еще, это как бы новое направление, да? И Вот. это не новое направление, астробиология возникла уже довольно давно, но она не получала такого, знаете, официального признания. Да, вот. Потому что большинство людей, особенно, значит, физиков, вот, они были очень возмущены тем, что там находят какую-то дрянь. Вот, а в метеоритах вообще свидетельство того, что жизнь была давно до рождения Земли. Ну и, соответственно, там такие были баталии. А начались они еще в прошлом веке, где-то в 60-е годы. Вот. Ну и долго длилось полное неприятие. И в Соединенных Штатах, где первые были публикации по этому поводу, а потом и к нам перекочевала эта ненависть к метеоритной тематике. Ну и некоторые до сих пор, до последнего времени считали, что это шарлатанство вообще. На самом деле, это не так. Все именно правда в этом, что человек не хозяин Вселенной. Увы. Ну вот, Алексей Юрьевич, вообще же, ну, как бы в нашем дилетантском понимании, если что-то попадает из космоса в верхние слои атмосферы, она ну, загорается, да, выгорает там. Ну, вот, а вот как, то есть получается, что эти микроорганизмы, они... Ну, знаете, это ведь тоже легенда. Ага. Что там сгорает, выгорает. Да. Конечно, когда через атмосферу что-то пролетает, Ага. это раскаляется. Но раскаляется как? Вот метеорит, скажем, влетает в атмосферу, да, на нем сразу температура высокая от этого движения, образуется корочка, маленькая такая корочка, пару миллиметров. Но она является замечательным
термоизолятором. Такая защитная, Ну получается. да, и там внутри все остается нормально, М. совершенно. Ведь я все время привожу пример, как это самое, взлетают ракеты, внутри сидят люди, и ничего, и себе пивко попивают, ну, может, не пивко, там, лимонад, или что-то, и им температура, а температура за бортом на поверхности ракеты-то 1000 с лишним градусов, а этим ничего. А обшивка-то вот только такая, всего несколько сантиметров. Именно раскаленные такие, значит, ну, магматические породы, скажем, да, дают возможность создать такой материал, который является термоизолятором замечательным просто. А когда говорят, вот он падал метеорит и от удара там ничего подобного. Значит, ну, существует масса случаев, когда люди видели, как падает метеорит, потом шли и собирали обломки, но не руками собирали-то. Они холодненькие, там внутри совсем. Так что вот так. Алексей Юрьевич, а вот вы сказали ценность и значение для науки, да, Да. Ленских столбов, Кембрия, да? Да. А вы сами лично в каком году первый раз побывали В на 61-м. 61-м, тогда же, Ну, как да, да. первый Вот и с приезд? этого началась моя Мгм. жизнь здесь, Ага. вокруг. И сколько Ленска. уже были здесь в Якутии, сколько раз? Ну, я не могу даже... Много раз. Много раз. Ага. Я в экспедиции здесь, на Алдане был, на Лене, значит. Вот сейчас летали недавно на Ботому. Вот там съездили, вот в этот приезд. Вот на вертолете нас отвезли Ага. в то место, где я предполагал, что будет то же самое, что мы увидим на Лене, Ага. да, и некоторые дополнения. Ну, я угадал. Ага. Вот, Алексей Юрьевич, ну вы общаетесь вот с нашими учеными якутскими уже вот столько лет, да? А, Как вы бы оценили вообще состояние современной российской науки? Не только там якутской. Вот Нет, на ваш понятно, взгляд, да. понятно. Значит, ну, понимаете, 30 лет нам внушали мысль, что мы второсортные, что вся наука там делается. На самом деле это ерунда. Потому что, ну, я знаю по собственному опыту, значит, начиная с того момента, когда здесь я установил Тамодский ярус на Лене, да, весь мир уже обо мне знал, и я никогда не просил напечатать меня что-то по-английски. Я печатал только то, что они просили меня, чтобы я прислал. И потом самый интересный момент, что в этот момент, когда все это зарождалось здесь, в смысле науки, да, в этот момент они все на Западе, уже зная про мои там, ну и моих коллег работы, они учили русский язык. А нам внушают мысль, что мы должны обязательно, чтобы все знали о нас, писать по-английски и еще подобное. Ребята, пусть они тоже учат русский язык. Да, конечно, если есть здесь достойные исследования, они будут и читать и на русском. Это не только у нас в стране есть достойность, у нас есть просто абсолютно высший уровень, высший класс науки в некоторых областях. Не во всех. Конечно, там у американцев есть одно очень сильное, у англичан другое, у французов третье, там, у китайцев четвертое, у австралийцев замечательное. Но во многих случаях мы стоим на голову выше, чем они. И вот не нужно, понимаете, нас последние 30 лет все время приучали, что мы вроде какие-то второсортные, что все нужно оттуда покупать, брать, копировать, там, понимаете, подражать. Ничего подобного это не нужно делать. Вот с Натальей Васильевной мы, когда слушали сейчас на этом самом заседании выступление, как ее фамилия? Ну, с горловым пением. Алена. Алена, да. Да. Мне, это- например, это очень нравится вообще. Замечательно. И надо сказать, что такие люди, как Алена, на Западе тоже воспринимаются с восторгом. Это же класс. Понимаете, а когда мы считаем, что самая лучшая музыка, это когда не музыка, а, так сказать... Но я не против того, чтобы мы хорошо с ними сотрудничали. Но сотрудничать надо на равных, а не так. А наши же коллеги пытались убедить в том, что мы почти ничтожество по сравнению с ними.
А вот сейчас говорят, что молодежь не идет в науку. Вот с вашей точки зрения, это так? Ну, в значительной мере это так, потому Мгм. что общая, так сказать, концепция развития вот эти годы, значит, 30 лет почти, она была, ну, почти антинаучная. Мгм. Вот давайте все там купим, будем делать просто не хуже, чем у них. Это же тоже совершенно такая пагубная ситуация. Поэтому и отвратили, а потом, вы меня извините, денег на науку что выделялось-то? Просто смешного мало. И опять потому, что там наука, а у нас, ну так, по Что-то остаточному принципу. вторичное, да? Ну так же нельзя. Мгм. Но я думаю, что дело будет поправляться, Мгм. хотя, значит, понять, что такое, какое значение имеет фундаментальная наука, это еще не скоро поймут, к сожалению. Но, понимаете, когда мы пытаемся сделать не хуже, чем там, это не фундаментальная наука, а это игра в догонялки. Если мы хотим оторваться и быть самостоятельными, мы должны поддержать фундаментальную науку, но у фундаментальной науки есть одна трудность. Фундаментальную науку нельзя планировать, потому что если вы планируете, значит, она сразу становится не фундаментальной, а приспособленной к каким-то нуждам. Ну, нужно сделать новый самолет. Но это не фундаментальная наука. Или там новый паровоз. Ну, это тоже не фундаментальная наука. Понимаете? Вот фундаментальная наука должна быть отстранена от планирования жесткого, иначе это просто задание, думай на эту тему. Вот эти люди, которые могут заниматься фундаментальной наукой, должны думать о том, о чем они могут и хотят. Но на это деньги нужно тоже выделять отдельные, неприкасаемые, чтобы никто их не обрезал, если там что-то какие-то нужды возникли. Но самая большая трудность фундаментальной науки состоит в том, что, ну, половина того, что там придумают ребята, может оказаться плохим, значит, мусором там и прочее всякое разное. Но с этим надо мириться. Это естественный процесс. В фундаментальной науке все замечательно быть не может. Потому что человек, который задумывается над чем-то необычным, он еще не знает, какой глупость он выдаст или наоборот гениальное открытие. Поэтому с этим надо мириться. Ну да, не получилось, но оставь в покое. Но этим людям, которые что-то могут, надо думать не по плану, а по их разуму. Вот, но с этим трудно мириться. Потому что мы привыкли к тому, что надо везде считать, сколько будет прибыли. А здесь, а некоторый мусор, который мы отбросим, он, может быть, будет понят-то лет через 50 только. Это тоже возможно. Поэтому просто надо понимать, что есть такая штука, но без этой фундаментальной части государство не сможет ни в каких областях, то есть, ну и в целом, в основном, быть, так сказать, независимым от кого-то там. Вот и все. А вот еще, Алексей Юрьевич, в этой связи вот университетская наука. Сейчас как бы большой упор делать, что в университетах должно развиваться именно научные исследования, наука. Да, понимаете, дело в том, что когда мы стараемся в университете сделать такую науку, как в Академии наук, я думаю, что это, значит, ну, копирование Запада, а с другой стороны, я думаю, что на нашей почве это не самое лучшее изобретение, потому что я представляю себе, что хорошую науку можно делать в таких университетах, как Московский, там, скажем, Новосибирский, но что это вообще можно сделать, я думаю, что это невозможно. И дело в том, что ведь, ну хорошо, вот берут пример, там, скажем, с Соединенных Штатов или там с Англии. Но в Соединенных Штатах университетов море, а тех, которые на самом деле делают науку, их, вы же их знаете по названиям. Ну не может быть, чтобы мы знаем 10 названий, что так только он 10 университетов. Вот то же самое будет у нас. У нас наши университеты лучшие. Они и так занимаются наукой. А насаждать везде обязательно науку, по-моему, это ошибка.
Алексей Юрьевич, а вот миссия современной науки, вот можно ли это вот как-то в двух словах? Что не понял? Миссия современной науки. Миссия? Миссия какая? Ну, Да. понимаете, если не будет хорошей науки, то мы будем на уровне, значит, тех самых племен. Будем в каменном веке, в железном веке. Она должна идти вперед, наука. Не, ну, без развития, понимаете, ничего не может жить. Если мы хотим быстро вымереть, но мы не будем заниматься наукой. Вот. Мы и так делаем много вещей, которые способствуют тому, что мы деградировали. Алексей Юрьевич, у нас YouTube-канал, это в том числе, конечно, о литературе, о культуре. Вот что Алексей Юрьевич читает из современной литературы, художественной? Значит, я вам должен сказать, что, конечно, в последнее время почти не читаю литературу художественную. Кроме Евгения Онегина, который иногда перечитываю, потому что это совершенно абсолютная классика. Но просто, знаете, я работаю на многих работах в разных направлениях, и мне просто не хватает времени. Но мое глубочайшее убеждение, я же знал многих замечательных наших ученых, и вот я как раз своим коллегам все время говорю: ребята, вы посмотрите, самые крупные ученые, они были очень образованными в области разных искусств, литературы там и так далее. Они много читали, любили, значит, там в театр ходить. И это было так. А от того, что мы, значит, пользуемся вторичкой в искусстве, мы себя гробим, а больше ничего. Вот вы сказали, перечитывая Евгения Онегина. А Да. Почему перечитываете? Вот чем он вас привлекает? Ну, потому что Евгений там Онегин. вообще на каждой странице мудрости вагон. Понимаете? Скажем, там он в какой-то главе пишет: да, жалок тот, кто все предвидит, чья не кружится голова, кто все движения и слова в их переводе ненавидит. Отлично, спасибо, Алексей Юрьевич. Ну, я обычно спрашиваю у наших гостей ваши впечатления о Якутии или, вернее, образ Якутии. Вот что для вас? Понимаете, то, что я вам скажу, это не будет отвечать такому представлению, которое вообще существует о Якутии, потому что для меня Якутия – это, ну, почти родное место. Знаете, 60 лет приезжать сюда, работать здесь, много сделать, знать кучу людей – это замечательно. И это действует на психику. Я с удовольствием сюда, за исключением одного моего визита, когда я прилетел, было 50 градусов мороза, а я был еще плохонько одет, то, конечно, я залегся и сказал: все, зимой не летаю. Но здесь у меня масса знакомых, очень приятных, причем разного совершенно уровня. Я был знаком с первым президентом Николаевым, мы с ним были много знакомых, много разговаривали. Когда он уже переехал в Москву, мы с ним там встречались в представительстве. Ну, я был знаком с таким замечательным человеком, как Добрянцев. Анатолий Добрянцев. У нас были с ним дружеские отношения. Он мне поставлял много литературы о Якутии, именно о Якутии, о якутах, об истории там и так далее. Поэтому у меня отношение-то к Якутии совершенно специфическое. Я во многих местах бывал, но когда меня спрашивают: а что тебе нравится из твоих, значит, познаний? Я был в 40 странах мира, в разных, в некоторых подолгу. И в таких экзотических, как Австралия, скажем, там. А я всегда говорю, для меня вот есть два родных места: Якутия и Подмосковье. Вот и все. Вот, большое спасибо, Алексей Юрьевич, что вы согласились дать интервью. Спасибо, Алексей Юрьевич, спасибо большое.